В историческом парке «Россия. Моя история» прошла первая рабочая встреча с автором проекта «Динозавры вечной мерзлоты», режиссером Милой Кудряшовой и членами исследовательской группы питерских палеонтологов. На территории Республики Саха-Якутия будет снята документальная кинолента «Динозавры вечной мерзлоты». Этот проект посвящен совместной палеонтологической экспедиции якутских и петербургских ученых на местонахождение арктических динозавров. Дмитрий Витенко, Рика Шелхорн, Дмитрий Григорьев, Иван Кузьмин, Павел Скучес, опытнейшие палеонтологи из Санкт-Петербурга, совместно с юными исследователями из села Хоро Сунтарского улуса отправятся вместе в экспедицию. 1 августа сенсационный проект «Динозавры в Якутии есть» официально будет презентован в Якутске на площадке исторического парка «Россия. Моя история». На самом деле первые динозавры в Якутии были обнаружены еще в 60-е годы прошлого века. Во время работы геологов они подготавливали карты геологических и нашли первые кости. Потом в 80-х была одна из экспедиций. В начале 2000-х как раз Петр Николаевич Колосов, специалист из Якутска, работал там на местонахождении, которое называется ТЭТ, это Сунтарский улус, и привлекал туда в том числе и местных детей. И 2 года назад специалисты из Санкт-Петербургского университета, я в том числе, и специалисты из Боннского университета Германии присоединились и провели уже 2 достаточно успешных экспедиции, когда материал по динозаврам был существенно дополнен. И в Якутск нас привело как раз изучение динозавровых фауны. Динозавровая фауна – это, собственно, динозавры, и те, кто с ними вместе жили. Это и ящерицы, и млекопитающие, и амфибии. Все, кто имел позвоночник. А где его нашли? Вот у нас район Улус. Вот в каком? Хотя бы раскройте секрет, что ли. Значит, это Сунтарский улус, то есть ближайший крупный город, так скажем. Это именно Сунтар. Деревень это Хоро, Кюкяй, Эльгяй. Эльгяй, кстати, многие, может быть, кто путешествовал в тех местах, славится своим очень замечательным местным музеем, краеведческим, с совершенно фантастической выставкой. Там, кстати, есть и динозавровые образцы. И оттуда уже, от этих деревень, примерно 100 километров в тайгу. Поэтому достичь местонахождения называется ТЭТ. Возраст этого местонахождения 130 миллионов лет, и вот как раз на этом местонахождении находят остатки динозавров. Обычно вот в таких труднодоступных регионах идут геологи и смотрят все, что вывалилось из древних пород, и тогда они находят крупные кости. Вот так и было сделано. Но в целом бывают ситуации, палеонтологи, когда вот идут, пинают камень, а это оказывается там кусок кости там, динозавра или какого-то древнего животного. Очень здорово вам помогало местное население и дети в первую очередь. Очень приятно для себя самого знать, что что-то уникальное, необычное есть рядом с твоей деревней, с твоим городом. Именно когда вот дети, учителя узнали, что есть динозавры, конечно, им стало и интересно, и это элемент гордости, и, скажем, патриотизма такого действительно местного. И действительно очень приятно то, что кроме динозавров там были найдены другие позвоночные, например, млекопитающие. Это наши родственники, те, кто имеет шерсть и скармливает детенышей молоком. Вот эти вот млекопитающие, которые жили с динозаврами, они были очень мелкие. И одно из млекопитающих мы назвали Хоротерии в честь деревни Хоро, и как раз мне кажется, что весь мир узнал, что есть такая деревня, и что там есть люди, которые помогали в экспедициях и в организации экспедиций, потому что сами мы бы не справились. Нам помогали и учителя, и дети, и местное население, и водители вездеходов замечательные, которые вот просто без любой бы, кто бы выпал из этой цепочки, не было бы возможности, наверное, что-то найти. Раскройте секрет, кого нашли и в каком виде, нет? Местонахождение ТЭТ сформировалось в условиях, где было течение. Это были водные, либо это часть озера, куда приносились какие-то речные потоки, либо часть реки. И скелеты динозавров, трупы динозавров, да, они распадались. Там нету целых скелетов, но есть изолированные кости и очень важно, изолированные зубы. По костям и зубам можно определить, по крайней мере, те группы динозавров, тот спектр динозавров, который там жил. Это стегозавры, это формы, у которых были пластины на спине и шипы на хвосте. Их там было много. Причем некоторые из них, это
были явно детеныши. Получается, стегозавры там не просто жили, они там еще размножались и были разного возраста. Кроме этого, это, собственно, хищные динозавры, которые поедали травоядных. Это гигантские динозавры группы завропод, например, вот дальние, скажем, родственники диплодок. И были другие растительноедные динозавры, от которых найдены пока только зубы, и их еще положение в системе динозавров и определение надо делать. Мы еще пока до конца не понимаем. Возможно, еще одна группа – это родственники игуанодона, очень известного европейского динозавра. Считается ли вот в Якутии наши динозавры сенсацией? Вот интересно мне просто. И я думаю, что вот для якутского пространства, или, так скажем, шире, для всего российского, это, конечно, сенсация, потому что у нас очень немного местонахождений динозавров. Отчасти это связано с тем, значительная часть территории покрыта лесами и труднодоступны древние породы. Они выходят по берегам речек, в карьерах. Вот как раз местонахождение ТЭТ расположено на маленькой речке под названием ТЭТ. Это овраг, склон, да, и там возможно что-то найти. Поэтому в рамках Якутии, в рамках России это, конечно, уникальная вещь. Но кроме этого, вот изучение целой динозавровой фауны, она преподнесла сюрпризы, и можно сказать, что есть полученные важные результаты уже мирового уровня. Например, выяснилось, что те животные, которые жили вместе с динозаврами, и некоторые сами динозавры, они один в один с теми формами, которые жили гораздо древнее, в юрское время. Тут мы имеем отложение мелового периода. Между этими точками 40 миллионов лет. И практически за 40 миллионов лет ничего не менялось. По сути дела, парк юрского периода перекочевал в меловой период, и это интересно. Вот такие вот реликты юрские жили в Якутии, жили в Западной Сибири, и мы теперь вот по таким имеем обширную картину понимания, как изменялись, как эволюционировали динозавровые фауны. Ну, кроме этого, даже изучение не динозавров дают очень важную информацию. Например, были обнаружены здесь черепахи. Черепахи обозначают, да, находка сама, то, что климат не был холодным, не был арктическим. Тропики были? Субтропики или тропики, вот что-то близкое, скорее всего субтропики. То есть минимальная температура, это, если брать аналогии, это Ростов-на-Дону, вот что-то такое, то есть юг России практически. Могут ли найтись динозавры вот на любых территориях, или там все-таки, как бы искать надо, и если найдут, то сообщать, я так понимаю, русскому географическому обществу? Я думаю, что да. У нас на самом деле большие надежды на обнаружение динозавров и других древних рептилий, других древних животных, тех, которые жили задолго до мамонтов, возраст которых миллионы лет, десятки миллионов лет. По берегам, опять же, речек, небольших ручьев, иногда по берегам карьеров выходят древние породы. Это могут быть пески, могут быть глины. Зачастую речки их вымывают, иногда на откосах, на отмелях можно обнаружить кости. Кости вот древних динозавровых, например, фаун, представителей динозавровых фаун, они тяжелые, они гораздо тяжелее, чем кости современных животных, даже тяжелее, чем кости мамонтов. Конечно, если делаются такие находки, то надо сообщать в Русское географическое общество, либо в университеты. Но главное, важно понять, что любая такая находка может поменять все наше представление и об эволюции динозавров, и как они жили на территории Якутии. Вообще, может быть, сенсационная находка, которая будет действительно мирового масштаба. А вот динозавры могут подсказать, да, как сформировалась, как появилась Земля? Как появилась Земля, это тоже слишком мало, потому что формирование Земли – это миллиарды лет, ранние этапы. Динозавры и динозавры фауны дают нам представление, как менялись фауны, как менялся облик планеты в период 230 миллионов лет назад, 66 миллионов лет назад. Это вот значительная часть мезозойской эры, это тот отрезок, когда динозавры господствовали на Земле. Изучая динозавров, мы можем понимать, во-первых, как мигрировали, как распространялись животные, жившие с динозаврами, собственно, динозаврами. Было ли здесь тепло, или были ли перешейки, насколько были соединены или разобщены материки. На самом деле, вот изучение динозавров и фауны дает
очень разностороннюю информацию. Ну, Да. открывает какую-то тайну. Это да, потому что эволюция Земли, вот как раз в период примерно 130, 120, 140 миллионов лет, это начало мелового периода, и многие территории, это терра инкогнита, совершенно неизвестно, они закрыты темным. И вот обнаружение якутских динозавров – это еще один кусок пазла. Мы теперь понимаем, что обширная территория азиатская 130 миллионов лет назад имело сходство в строении, вот в составе этих динозавровых фаун. Динозавровые фауны Западной Сибири, там, Кемеровская область, Красноярская край, Якутия, они похожи. А если мы возьмем Забайкалье, там уже ближе к китайским формам. Получается, что мы можем реконструировать. Вот здесь вот динозавры на этой территории эволюционировали одним образом, на более южных и восточных другим образом. То есть это действительно заполнение большого пробела в научных знаниях. А вот эти динозавры, они, которых вы нашли, ну, по размерам можно дом может? Нет. Поменьше. Самый, я думаю, что крупный, кто там был, это 10-12 метров. Но все равно 10-12 метров это вот как раз гигантские динозавры, группа завроподы. Мы находили их зубы, и, соответственно, можем предположить, что 10-12 метров это вот тот средний размер раннемеловых завропод, которых находили на территории России. Ну, в связи с тем, что в Якутии нашли динозавра, что-то планируется, да, уже у нас в Якутске, я уже знаю, что примерно, да. 1 августа планируется такой дискуссионный своеобразный клуб, дискуссионная встреча, где мы расскажем, во-первых, еще раз про значение этих находок, собственно говоря, покажем какие-то даже и фрагменты, и фотографии материала, образы тех динозавров покажем, которые были обнаружены. Ну и, соответственно, наверное, и анонсируем дальнейшие наши исследования, что мы будем делать. Плюс будет анонс фильма, который будет сниматься. И я надеюсь, что многие интересующиеся динозаврами, в частности, динозаврами Якутии, получат, во-первых, ответы на свои вопросы, ну и узнают, когда можно будет посмотреть этот фильм про якутских динозавров в том числе. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru. Вы должны знать, что в Якутии есть динозавры, и что 1 августа в 3 часа вы можете это прийти, посмотреть, да еще поучаствовать в дискуссии. Я вас туда приглашаю. Очень ждем ваших вопросов, вашего участия и очень надеемся, что мы будем интересны и полезны вам.